Что почитать детям на бурятском языке? Сегодня я расскажу вам о 9 книгах, которые написаны на 2 языках. Они будут интересны и тем, кто хорошо говорит на бурятском, и тем, кто только осваивает этот язык. Меня зовут Лена Калашникова, это «Детская полка», проект Республиканской детской юношеской библиотеки. В книге Саяны Хомановой «Лето в деревне» 7-летняя Аюна и ее младший братик едут на лето в деревню к бабушке и дедушке. С Аюной и ее семьей мы знакомимся на русском языке. Постепенно в книге появляется все больше бурятских слов, и в конце мы можем прочитать коротенькие тексты на бурятском языке. Сен Байна. Меня зовут Аюна. Я живу в Улан-Удэ, столице Бурятии. Вот в этой пятиэтажке. Мне 7 лет, и в этом году я пойду в школу. Сегодня грустный день. Папа уезжает. Он сказал, что командировка продлится все лето, а мы с мамой и братиком отправимся в Худо, в деревню. Аюна, в деревне тебя ждет Нагаса Бабай и Нагаса Ажи. Проведи время весело. Там очень хорошо. Все говорят бурядар. Вы с Намжилом узнаете много нового и интересного. Да уж, без папы будет очень грустно, особенно в деревне. Еще одна книга Саяны Хомановой «Байкальский счет» рассказывает о Байкале. Чайка отправляется в гости к подруге Нерпе. На отдыхе они собирают камушки, катаются на лодке и едят брусничное варенье. Трогательная история написана на 3 языках. Она помогает выучить счет до 10, а еще в книге есть несколько милых мастер-классов. Наступило лето. Чайка решил отправиться на Байкал в гости к своей подруге детства, Нерпе. Нашел в ящике стола конверт и марку и сел за письмо. Ранним утром в дверь домика Нерпы постучался почтальон, бобер. На этот раз он принес не только газеты и журналы, но и письмо от Чайки. «Какая радость! Мы так давно не виделись!» – воскликнула Нерпа. Нерпа вспомнила, как Чайка с аппетитом уплетал брусничное варенье с хлебом в детстве, и ей захотелось побаловать его баночкой другой. В книге «3 сказки» собраны бурятские народные сказки для семейного чтения. Эти истории с одним мотивом рассказывались в разных, отдаленных друг от друга районах, где проживали буряты с давних времен. Сказку «3 мудреца» из Гурбалдая когда-то рассказывали в Боханском районе, «3 брата» в Байндаевском районе Иркутской области, а сказку «3 брата, 3 мудреца» в Забайкальском крае. Давным-давно жили 3 брата. Надумали они укочевать в Монголию и отправились в дорогу. Шли и попали на одну стоянку, откуда только что укочевали. И спрашивают у младшего брата, что это за человек жил здесь. У этого человека были вороной конь, черная овца и черная собака, отвечает младший брат. Пошли дальше. Шли и снова попали на стоянку, откуда только что укочевали. Что за человек тут жил, спрашивают они у среднего брата. У этого человека был рыжий конь, рыжая овца и красная корова, отвечает тот. Старинные бурятские сказки можно найти в книгах «Золотой сундучок» и «Серебряный сундучок». Здесь вы прочитаете о хитром Будамшу и о девушке Алтан-Хайше «Золотые ножницы», о том, как появились 7 звезд Большой Медведицы и о том, как собака стала служить человеку. В прежние давние времена жил, говорят, один хан. У этого хана был единственный сын. Отправил хан послов Тушемилов и приказал им: «Поезжайте и найдите самую умную девушку». Приехали они в один улус и видят, стоит с самого края бедная юрта. Вокруг юрты ничего нет, ни коня, ни коновязи. В это время выглянула из юрты девушка. «Что вы не зайдете? Почему кругом ходите?» «Хотели к вам зайти, да вот коней привязать негде». Засмеялась девушка и говорит: «Неужели не найдете, где привязать? Вот зима, вот лето, и привяжите к ним своих коней».
Еще одна книга, наполненная древней мудростью «Капля Аршана». Бурятский писатель Ринчен Намтоев переложил для детей сочинение индийского философа Нагарджуны «Капля Рашияны, питающая людей». В этой книге вы найдете притчи и сказки о животных, написанные на русском и бурятском языках. Как-то царь, охотясь в лесу, поймал попугая. Тот, спасая свою жизнь, солгал царю, что в отсутствие монарха князь Малая лишил жизни все его семейство. Услышав страшные слова, царь убил попугая, примчавшись к Малая, умертвил его и всю его свиту. А когда он вернулся домой, увидел свою семью живой и невредимой. Всегда воздерживайся от лживых слов, ибо нет от них тебе пользы, а другим ты принесешь беду и бесчестие. Все мы помним маленькие рассказы Льва Толстого о детях и о том, что их окружает. Каждая короткая история несет в себе большую мудрость. В этой книге вы найдете трогательные истории как на русском языке, так и в переводе на бурятский язык, который выполнила Мыдык Уланова. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти, но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу». «Ты еще мал, не ходи», и мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес, мать ушла на паденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую, отцовскую, и пошел в школу. В маленькой книжке «Обнимашки» Натальи Красниковой одна стихотворная история. Она говорит о том, как объятия могут менять мир, как важно проявлять доброту не только к близким, но и к незнакомым, например, к бездомному щенку. Эту книгу можно прочитать не только на русском, но бурятском, английском и даже китайском языке. Обнимаю мамочку, обнимаю папочку, и сестру, и братика, и котенка лапочку. Обнимаю деревце, сломанную веточку, забинтую ласково, привяжу за ленточку. И щенку ничейному я найду хозяина. Говорит мне бабушка, что так будет правильно. Обнимаю дедушку, обнимаю бабушку, помогаю дома им, стряпаю оладушки. Вот уже и вам сейчас улыбнуться хочется. Может, мы обнимемся? Пусть вам похохочется. Вы домой приходите, поделитесь малостью, обнимайтесь бережно, обнимайтесь с радостью. Знаете ли вы, чей год придет за годом мыши? Тигра, дракона, а быть может быка? Веселый календарь расставит все по своим местам. С этой книжкой можно выучить последовательность животных-покровителей, раскрасить картинки и запомнить маленькие забавные стишки о них. 12 годов за собой ведет, все тропы разведав, мышиный год. За ним, поднимая крутые снега, шагает уверенно год быка. А там уже третий неслышно крадется, он истори годом тигровым зовется. Чтобы воспитать умного и чуткого ребенка, важно передать ему знания о традициях и культуре своей родины. Читайте детям только хорошие книги, а выбрать их вам поможет наша детская полка. Проект, созданный при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.